Мне кажется иногда, что я помню все эти 413 дней войны. Когда началась война, я была во втором классе. Я, две мои младшие сестры и мой двоюродный брат с сестрой. Кстати, они впоследствии, оказывается, именно в том вертолете, который был сбит 14 декабря над Латой. Мы находились в нашей любимой деревне Атара. И вот началась война, там уже какое-то время мы находились в Атаре, но уже небезопасно было там оставаться, и нам пришлось уже перейти в другое место. То, как мы добирались до другой деревни, до села Пакуаш, оттуда родом моя мама, это уже, наверное, история другого проекта, там много предысторий, которые можно рассказать. Так вот, мы перебрались в село Пакуаш, дом моего дедушки прям стоит вот в начале деревни. И моя бабушка, я помню, она такая оптимист по жизни, она вот постоянно всю войну, когда к нам кто-то в гости приходил, я помню, она или нам всем говорила: вот, скоро война закончится, вот вы увидите, мы победим обязательно. И это были самые счастливые моменты в моей жизни. Я вот с такой радостью слушала, сидела, и я часто ее всегда спрашивала: ты не знаешь, когда победим? Когда этот день наступит? Она, конечно, в душе я-то думала, когда этот день наступит, и я уеду отсюда. Ей, конечно, не говорила, потому что вряд ли ей это бы понравилось. Так вот, я помню день, это, наверное, уже был канун Победы, когда началась паника. Мы играли во дворе, ну, перед домом, больше нам нигде не разрешалось играть. И началась паника, какая-то суета, все люди начали куда-то убегать, кто-то что-то кричит. Оказывается, когда уже был взят Сухум, столица наша, наши вот эти дружелюбные соседи моего дедушки предприняли попытку наступления, то есть уже когда наши войска уже двинулись в сторону Ингур. И вот по деревне пошла паника, что вот грузины уже рядом, вот совсем они рядом, ну, началась какая-то стрельба, бомбежка. Мама нас схватила, слава богу, сумку, вещи не надо было собирать, сумка всегда в то время стояла собранной. А бабушка, конечно, с дедушкой наотрез отказались уезжать, и мы помчались бегом, можно сказать. Я даже помню, как мы бегом шли по дороге, и все вокруг, дети плакали, кто с сумками, уже вот устали от этой войны, уже видно было, что людям все надоело вокруг. И мы как-то перебрались в другую деревню, где жила тетя моей мамы. Так вот, я помню, мы уже находились в этом доме, я проснулась, было темно, я проснулась от шума, что на улице кто-то разговаривал. Я встала, открыла двери, и там стояли все, мама, там ее тетя, и что ли они смеялись, то они плакали, ну какие-то вот что-то вот бурно обсуждали. И оказывается, дедушка, бабушка и дядя приехали за нами, чтобы нас забрать. И я вышла, я помню, с комнаты во двор, и ко мне, значит, подбегает моя бабушка, и она мне говорит вот эти мои любимые долгожданные слова уже в прошедшее время. Она говорит: ай башрелгет. И она меня обняла. И я не понимала, и мне казалось, что как так, вот так вот, как-то, мне казалось, что я что-то пропустила, не могла вот так война быстро закончиться, и которая для нас столько много значила. Мне казалось, что вот как-то неправильно она закончилась, как-то все быстро, как-то я по-другому все себе представляла. Мама, я помню, плакала, говорила, что мы во время войны там для моей семьи оказалась, ну, большая трагедия для моей семьи. И она плакала, что жалела о том, что вот не все мы вместе встретили этот день. И, конечно же, вот с такими какими-то смешанными чувствами я уже и в надежде, что я наконец-то уеду домой, как-то мне сказали, что война закончилась вот победой. И я вот часто вспоминаю этот день, пытаюсь восстановить что-то в памяти, и идея создать этот проект именно пришла по этой причине, что вот мне было интересно, как мои друзья, там, мои знакомые, как у них это было, как они вспоминали, ну, кто им сказал, какие чувства.
И я, наверное, смело могу сказать, что отношусь к тому поколению молодых людей, для которых лишь бы не было войны, вот эти слова имеют огромное значение.